Что вы знаете? Геймификация? Это что-то про игры. Геймификация, да. Геймификация? Что такое? Ну, типа того, это что-то про игры. А почему это монетизируется? А где же еще это? Не знаю. Где же еще это? Игры относятся к этому всему. Вообще не знаю, геймификация. Что это? Меня больше волнует, что Здрасте. Заходите, заходите. никто не хочет. Быть счастливым. Спасибо, Динас, как проводит инициативу. Мы что-нибудь пообещаем, если вы придете. Просто содействуем. Давай так вообще видео проекта. Ну, вот так, чтобы были семейные. Какой у нас? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Когда тот человек, это наша школа, у нас в каком-то году учился, открывать сессию, а потом следует. Нет, ну он сейчас часто. Сейчас? Он просто домашний не дал. Да, он домашний, поэтому я говорю, что чекисты. Памятник чекистов? Да.
есть вот таким образом мы проводили городские квесты по правам человека. Вот немножечко расскажет вам Юлия и Галя про то, как они проходили, как мы вообще пришли к этой идее, даже немножко подробнее Вика расскажет. Да, я расскажу подробнее. Наша организация «Правовая инициатива» — это зарегистрированная с 1996 года организация. Одним из наших стратегических направлений является образование в области прав человека и правовое просвещение. И за все это время мы реализовали разные образовательные программы, вот в частности такой образовательный курс по правам человека. Мы его проводим ежегодно с 2010 года, уже 9-й поток у нас, молодых юных правозащитников. Да, и мы в своей деятельности заметили, что стоит искать какие-то новые подходы к обучению, потому что новое поколение людей все тяжелее и тяжелее заинтересовать. И так родилась идея таких игровых форм, вообще использования геймификации в образовании в сфере прав человека. Для того, чтобы понимать, что такое геймификация, нужно ответить на вопрос, что такое геймификация. Может быть, у вас есть какие-то предположения? Уведение гульня в адукаційний процес. И праз их индивидуально учить детей. Не только адукационный процесс, Нет, но и любой процесс. И есть основные, скажем так, 4 плюса геймификации. Их можно прочитать, я не буду их перечислять. Смотри. Значит, и кроме квестов мы в этом году проводим 4 квиза по правам человека. Это, можно сказать, по старому советскому языку викторины. Как родилась эта идея? Кто подробнее расскажет? Да, родилась идея абсолютно случайно. Меня пригласили поучаствовать в мозгобойне, такой популярный квиз и викторина, которая проходит уже не только в Минске, но и, в принципе, во многих областных городах. Это была тематическая мозгобойня, посвященная 100 лет БНР. Вот, и я первый раз участвовала в таком мероприятии. И я подумала, почему никто не делает по правам человека? Ну, это наша тема, мы занимаемся так долго этой темой. Я говорю, все, мы должны сделать такое по правам человека. И я не думала, что столько людей сможет прийти. Но тут нам повезло в том плане, что мы смогли выйти на аудиторию, которая абсолютно новая нашей теме, но не новая этой форме, да, вот этой викторине мозгобойне. И на наше мероприятие, которое мы в феврале проводили в Минске, пришло больше 120 человек. Вот, конечно, мы были в восторге, потому что, как по нашему опыту, на какие-то мероприятия, связанные с правами человека, очень сложно собрать столько людей. И завтра мы проводим такой же квиз в Гомеле. Уже, там, по-моему, порядка 30 команд зарегистрировалось, то есть я так понимаю, что тоже будет достаточно успешно. На самом деле очень такой тяжелый процесс подготовки к квизам, потому что вопросы про права человека, они всегда не совсем интересные, не совсем игровые, поэтому для того, чтобы разработать эту, по-моему, порядка даже больше 60 вопросов, мы работали со специалистом, потому что невозможно про права человека говорить не нудно. И поэтому вот специалист и эксперт из мозгобойни, он как-то огранил наши вопросы, в интересное русло их направил, для того, чтобы участникам было интересно и действительно получали очень интересные отзывы. Также, кроме всего этого, мы недавно начали направление, немножко видео направление, фильмы, которые мы снимаем про права человека. Первый сериал, который мы выпустили, он презентовался как раз таки в Маглубу 31 мая. Этот сериал можно посмотреть, он называется «Сериал Степаныч», просто забить «Сериал Степаныч» и посмотреть, о чем он. На Ютубе, естественно, на Ютубе, да, у нас есть свой канал на Ютубе. Кроме того, скоро выйдет еще один фильм, но он не просто фильм, он интерактивный фильм. Это единственный в Беларуси первый интерактивный фильм по правам человека, который будет говорить про дискриминацию,
что такое интерактивный фильм? Это когда зритель сам выбирает, какие действия должен совершать главный герой, и сам задает направление фильма. Такое, в принципе, в Беларуси такого еще не было, и вот мы как-то стали на эту стезю и развиваем такое направление. Кроме того, наверное, самое, что интересно для вас будет, мы работаем с школами, проводим вот здесь на фотографии как раз таки с младшими классами работу. По-моему, уже не помню, это было в прошлом году. Мы здесь рассказывали о людях с инвалидностью и выбрали также очень интересную игру. Мы объединили класс, там где-то было порядка 18 человек, в 3 группы. И в каждой группе мы выбрали одного человека, одному завязали глаза, второго обездвижили работающей рукой, третьему перевязали ногу, таким образом, что он не смог ходить на этой ноге. И первому дали задание, про глаза говорю, да? Первому мы дали, первой группе, значит, задание было у группы, дойти до определенного места в школе и вернуться обратно. У второй группы, представители которой мы обездвижили рабочую руку, попросили написать определенный текст, раздали листики, попросили написать определенный текст. И третьей группе, также у человека, у которого была, скажем так, нейтрализована нога, перевязана нога, таким образом, что он не смог на нее наступать, тоже попросили дойти до определенного места и вернуться обратно. И здесь очень увлеклись, но беда в том, что они не поняли задание, они побросали этих людей, скажем так, в данный момент с ограниченными возможностями, и по их мнению, их задача была первее не командой работать, а первее просто прийти и закончить задание, которое мы дали. После того, как эти люди остались без ничего, все дети начали кричать: мы сделали уже, я первый, я второй там пробежал, я первый в своей группе сделал. На что мы сказали, игра продолжается. И тогда они поняли, что важно было и условия игры были не такие, кто первым придет, а тем, что команда должна сделать это и то. И тогда уже, когда они поняли, мы минут, наверное, 10 рефлексировали, отвечали на вопросы, какие есть люди с инвалидностью, как с ними нужно обходиться. И в результате мы раздали такой тест небольшой, где попросили поставить «да» или «нет». Помогали бы вы человеку, который бы, например, с инвалидностью учился у вас в классе, и нужно сказать, что всего 2 человека, класс, по-моему, 18 человек, я не помню точно, но 2 человека всего лишь написали, что не помогали. Это положительный эффект, когда вот из всего класса только, в принципе, в любом обществе есть разные люди. Также буквально недавно мы проводили занятия по правам человека в Академии в хореографическом колледже. Виктор подробнее расскажет. Да, но это была более старшая группа. Это старшая группа, колледж. 16 лет ориентировочные ребята. Поэтому мы уже выбирали формы посерьезнее. Мы объединили также в 3 группы ребят и дали им такие ситуации на разбор. Очень было интересно, потому что мы задали, писали ситуации, очень жизненные ситуации. Например, приведу пример, когда человек заключил договор с сотовым оператором, и у него сутки отсутствовал интернет. Было ли это нарушение прав человека? Развернулись, конечно, очень серьезные дебаты, что, в принципе, нам показало, что вот этих базовых знаний недостаточно, и, к сожалению, мы видим, и работая уже с более старшими людьми, мы видим, что базовых знаний прав человека не хватает. Видимо, и программы школьные не сильно на это ориентированы, и дети не особо заинтересованы. Но нам удалось, также примеры были по доступу к питьевой воде, то есть насколько государство должно обеспечивать такое право.
И также было про условия содержания арестованных людей, тоже разгорелись очень сильные дискуссии. И... В каких условиях должны содержаться эти люди? И как-то, смотря что они совершили, а если они ничего не совершили, а если что-то совершили, а если они в пьяном виде совершили. То есть очень интересная была обратная связь с учениками, поэтому тут мы сами получили большое удовольствие, и они прям радостные выходили, просили там дайте ваш сайт, мы зайдем на сайт, посмотреть, какой вы деятельностью занимаетесь, мы такие же, как вы, хотим быть, молодежь, да. Вот. А у вас там не было у этих занятых людей, які вже самі могли рассказать про свой досвід бывания у лотозаках, решения? Нет, это колледж это сколько лет? Колледж после 9 класса, я просто... По крайней мере, такого мы не слышали. Я просто як наставник, то у нас вже були 8-9 клас, вже діти, які добре відмахувалися від міліціонерів і побували у всіх. І вони вже могли на своїм досвіді вам розказати, як треба, як би їм хотілося, як там. Какие умовы тримали там. Так, це правда. Поэтому, что касается непосредственно школ, мы готовы сотрудничать со школами, мы готовы приходить и работать с учителями, для того, чтобы давать детям занятия, на любые группы мы готовы ориентироваться, любые права человека давать, там, дискриминацию, гендерное равенство, права детей, любой вопрос. Включая или исключая, в том числе политический вопрос. Это все зависит от настроения. І сразу. Я з Витебска, ось Академія Сувязі. На яких умовах вы могли приехать и показать, тебе показать? Могли бы приехать? На каких умовах это шматка, что Этот вопрос обсуждается, всегда мы дадим вам визитки, контакты наши, и всегда мы там, для того, чтобы нести, скажем так, добро и права человека в массы, мы готовы приехать и дать что-то интересное, подобрать вместе с вами программу. Но вообще геймификация в образовательном процессе, она настроена на то, чтобы люди как бы соревновались, в том числе и такие условия, мне кажется, нужно внедрять в школах, например, если ученики вы просто один на одного смотрели, да, то есть какие-то плюшки вы получали, донаты так называемые, да, за какое-то определенное прохождение каких-то. Каждый хочет стать лучше, каждый хочет перед другим человеком показаться, то, что он чего-то достиг. И эти вот условия соревнования, они очень успешно внедрены в бизнес, на сегодняшний день распространяются, и поэтому почему бы школам тоже не переходить на такой новый уровень геймификации учебного процесса. Конечно, у нас условия, конечно, Просто я веду в Белорусском государственном университете семинарские занятия по правам человека. Это 3-й курс, то есть это где-то 19 лет. И насколько я вижу сейчас вот это поколение, все люди в телефонах. Чтобы достучаться до человека, ты должен так танцевать перед ним, просто чтобы вот он отложил свой телефон. Ну, прости, у нас уже есть коробки. Ну, а тут взрослые люди, формально несовершеннолетние, я не могу отнять собственность, к сожалению. А нет, никто не забирает, я сами. Ну, реально, альбом, а ты отримаете, вот телефон. Добровольно-принудительный порядок такой. Меньше говорят. Не, на самом деле вот это занятие, которое мы проводили, это уже до случая этого или после? По-моему, после этого случая. И, кстати, нужно сказать, что только один человек, когда мы задали вопрос, что такое права человека, полез в интернет. Телефоны вообще все, то есть вопрос, как подавать информацию. Телефоны вообще никто даже не наладил на телефон, 45 минут пролетели, для них, для нас вообще вот на одном дыхании. И вот единственное, вот, я помню вот этот вот вопрос, что такое, скажи, пожалуйста, что для вашего понимания права человека, и один парень полез и начал вычитать. Ну давай, зачитай, что же там такое. Нет, правильно, просто нам зараз 8-9 клас подручники русской мовы литературы, там QR-коды, там, до речі, була лекція про використання про QR-коди, як використовувати, і я, наприклад, на уроках русской мови літератури, я учу дітей користатися конкретними сайтами і знаходити таку інформацію, бо не завжди з собою словник великий толковый будешь таскать і відчиняти його при потребі. Тому якби гэта
кльово, а на уроках відкритих використовують часто квізи, про які, до речі, от ви розказуєте, тільки вони там називають короткі, там, типа, не пап, конечно, квізи у папа, але коротенькі на уроках, там, несколько питань про телефон, про планшет, про інтернет, і це кльово. А для пошуку ніяких, ви просто сказали, що в школах мало часу дається правам чоловіка. Наколькі я, в принципі, можу зараз підлічити на свою пам'ять, у нас некалькі занятків інформаційних часів годинок, там може бути 2, присвячених правам, сусідний день прав чоловіка. Ні, правознавство є. На уроках, можливо. Але я маю на увазі не те, як класний керівник і своїм дітям, от, якби, коли на уроках нема, там тематичне підв'язання, коли тільки на літературу там. Хто там з героїв постраждав, які про вибірку постраждали, ці, там, правильно, неправильно, чи моральне, етичне питання і так далі, то як просто на класах, просто ми обов'язані які теми проходити, так ось вони прописані, там, може, 2-3 рази на год, хоча б Всесвітній день інвалідів, так само тут іде, у гэтай години тлумачення. Писання ці проводяться. Ось, так я ж кажу, ось я ж кажу, що у нас якби стільки справ у школі, особливо зі своїм класом, що ти йдеш, де у тебе 25 хвилин на інформаційну годину, эту півгодинку, і тобі треба якби і то, і то. І ти почав, наприклад, там розбиратися з ніякими питаннями з драки в школі поміж своїми хлопцями, а вже часу немає на право чоловіка. Тому це питання, що виділиться так. Ось ви, до речі, коли в школу показывали так, с детьми, вы не домовлялись, и там дети все, питания не задавали, потому что за десятку... Это было в школах, это в основном классный час, когда преподавателю надо что-то провести, а самому ему уже все или надоело, или поэтому вызывают провидеть. Вот, и мы приходим, довольно интересно проводим. Кто вас спонсирует? Кто вас спонсирует? В смысле? Это вы все делаете бесплатно? Общественная организация, да, бесплатно. Мы каждый, кто где-то работает. И, это вы благотворительно, да? Ну да. А есть некие спонсоры, типа, какие, донаты, сказали, Дорогу, кто вам оплачивает, например. те все сами. Ну так и почему с нами надо разговаривать по дороге вот, то есть вопрос, надо разговаривать, как-то решать этот вопрос, потому что мы, как бы еще со своих зарплат, скажем так, которые мы зарабатываем, еще и на дорогу оплачиваем. В Минске так вообще без проблем, там даже в Минском районе можно выехать, не вопрос. А вот как бы другие города надо разговаривать каким-то образом, это все продумывать. А само проведение, да, абсолютно бесплатно, мы в этом заинтересованы, потому что... А можно дистанционно, ребята, у нас электронная база великая. Можно попробовать. Между прочим, у нас дистанционное обучение. Мы еще как бы не занимались этим, но Слушайте, вам уже- IT-страдавцы такие будем попробовать. Где лежит сайт по первому списку населения? Уже лег, да? Даем лежам с первого дня. Я не смогла. Поэтому да, запишите Никто на не наш сайт. смотрел, кто ваш. Не, я потом уже. 8 Не начинаю. пар дён там уже можно было бы учить. То есть можете записать наш сайт, кстати, да. У нас там есть даже консультация правовая. Если у вас возникнут какие-то вопросы по правам человека, то наш юрист может вам отказать на это питание. А, кстати, можно по этому сайту можно перейти на наш YouTube канал, посмотреть много видосов. Почему вы не ищете спонсоров себе? Как-то не стояла задача такая, Как вы думаете? спонсоров. Это же вам поможет. Я могу пару слов сказать. Это вы все, я так понимаю, 4 раз. Да, это организация. Дело в том, что именно вот такая образовательная деятельность со школьниками у нас не то, что проводится, не то, что мы ее проводим на постоянной основе, очень часто, потому что попасть в школу, это же нельзя просто так взять и прийти. Это нужно либо договариваться с учителями, либо договариваться с Учителя администрацией. ничего не решают. Вот, и у нас, скорее всего, с администрацией, да. И поскольку у нас нет еще наработанной такой базы, мы не уверены в том, что сможем проводить это на постоянной основе. Если мы сейчас найдем контакт и договоримся, то вполне возможно, что мы будем искать какую-то спонсорскую помощь. А з якими організаціями ще державними ви судейничаете, сопрацовничаете? Вика может ответить, председатель нашего. В принципе, у нас в правозащитном сообществе
сложилось такой костяк организаций, которые совместно работают по подготовке документов в международной органе. То есть вот там 12 организаций, Белорусский Хельсинский комитет, офис людей по правам людей с инвалидностью, ну то есть вот 12 организаций, Human Константа, вот мы с ними активно сотрудничаем по квестам и квизам, то есть с ними совместно это проводили. Ну вот в основном вот это вот костяк организации именно заточен на то, чтобы совместно писать доклады, потому что это повышает уровень документов. А перед кем вы отчитываетесь? В- Ладно, писать. Мы отчитываемся альтернативной информацией в Организации Объединенных Наций. Ну там я подаем пути по докладу. Подает государство свой доклад, и, соответственно, НКО подает свой доклад, свою информацию. Таким образом информируем Состояние прав человека. международные организации о состоянии прав человека в Беларуси. Расскажите, как вы на квестах вы искали партнеров? Вот это к вопросу о поисках спонсора. Ну, как бы у нас не было такой базы, в принципе, куда мы могли, грубо говоря, обратиться за какой-то помощью, а, допустим, там, прийти в команду нам все-таки хотел дать. Мы- А там было шампанское, или что? Я что там на квизах дарят? На квизах мозгобойни это не дарит шампанское, то есть это не наше как бы, да. Мы сейчас говорим про Про городские квесты, да. Городские квесты, где у нас в 4 из 6 квестах ограничение возрастное было 16+, и в 2 минских 18+, потому что мы делали старт и финиш на Октябрьской, и там как бы люди обычно пьют не безалкогольные вещи, поэтому мы не хотим проводить свидания несовершеннолетних. А именно по городам местным мы уже 16+, ставили, естественно, ни о каком алкоголе не может идти речь. Мы в основном дарили командам походы на другие квесты, настолки и так далее. И, естественно, ты просто ищешь все возможные квест-румы, все возможные магазины, где продают всякие настолки и так далее. Списываешься, общаешься и пытаешься как-то договориться о том, чтобы на каких-то более льготных условиях там выделили или этот квест, или там скидку на квест для всех участников. Я С пространствами общались. Сколько у вас человек в команде? В команде именно по квестам или в принципе? В принципе. В принципе. Я там сказал, вы из 96-го, да? Да. Супер. Ну, У нас членов 65. 60, ну, актив это 8 человек постоянно, которые чем-то активно занимаются. То есть Кто-то членство один, да. членство в организации, это же стукнуло в голову когда-то, да? Или как вы появились вообще? Кто придумал? Как появилась в организация? 96 Вам не было что делать в 96-м В году? 96-м году Я просто наши предшественники, скажем так, Некоторые еще не это было такое время, разгул демократии с 94-го года, и 96-й год регистрировали фактически любые организации, и вот тогда наши коллеги, старшие коллеги собрались и решили зарегистрировать правовую инициативу. За несколько лет она набрала более 100 членов в организации. И вот на протяжении 20 лет, уже сколько, 23 года мы работаем, мы прошли перерегистрацию в 2006 году, то есть у нас к нам вопрос, чтобы Ньюста не поступило. И вот до сих пор мы работаем, зарегистрированы. У нас особенно И все на волонтерских засадах. Что? Все на волонтерских. На основании. Ну, когда-то были, когда еще была возможность, какие-то гранты, еще наши вот люди были, ну, старшее поколение, да, то есть они работали, да. Ну, это плохо. Ну, почему я говорю? Я просто в свое время занимался благотворительностью, так называемой. Вот, у нас в стране